Здравствуйте, меня зовут Альбина Винокурова, я начальник управления культуры Нижнеколымского района, районный депутат нашего Нижнеколымского района, общественный деятель и представитель регионального комитета семьи воинов Отечества. Эта тематика очень близка мне. Наш Нижнеколымский район очень многонациональный, и в нашем районе очень много выходцев из Украины. И так получилось, что мой сын сам корнями из Западной Украины. И на то время, будучи студентом, он выявил желание взять академ, потому что сейчас это по законодательству очень большое требование, чтобы наши мальчики проходили военную службу, и ушел служить в ряды нашей армии. С самого начала специальной операции у него было твердо сформировано мнение о том, что он готов подписать контракт. Вот. Подписавшись контракт, он отправился в зону СВО выполнять свой долг перед Отечеством и, к сожалению, в июне месяце героически погиб. В моей крови две крови. Одна якутская, северных якутов, вторая именно казачья по маме. Это дауровская кровь. И так получилось, что по воле судьбе Саша попал в казачий батальон под прикрытием, Северско-Померанскую воинскую часть, гвардейскую. И вот, будучи уже распределен из Хабаровска, сразу же по месту прибытия они были определены на несение приграничной службы. И вот жили в военно-полевых условиях, прямо под открытым воздухом. И он очень был благодарен, что отцу, нам, старшему поколению, что научили жить, пользоваться топором, разводить печку, добывать еду. Вообще я работаю в культуре, человек не безразличный к нашим историям, корням. И всегда я за то, чтобы наши народные традиции, промыслы, наши национальные достояния были всегда учтены и чтились молодежью, мы всегда доносили. И буквально перед заключением, на отправку на службу, как-то поневоле получилось, что сын как будто бы исповедовался. И самое смешное, что сын был таким человеком, что с 14 лет работал. И первую свою зарплату он всегда тратил вот прямо на семью. То есть младшей сестренке карандаши, брату младшему там что-то машинку, бабушке крем для рук, маме помаду, папе что-нибудь, кружечку какую-нибудь или что. На себя он тратил то, что оставалось. И вот, будучи уже с 14 лет работая, он всегда учитывал, он придет, посмотрит, что в доме не хватает, спокойно пойдет, все это купит. И вот такой сын золотой был. И отправляясь в армию, вот я не знаю, это, наверное, воля судьбы, мы всю ночь с ним проговорили, и он начал говорить: мама, помнишь, я не принес первую зарплату, а потому что я другу покупал лекарства. Мама, помнишь, вот тогда-то я задержался, а потому что я там чистил двор. Мама, помнишь, и главное, вот все случаи, которые он рассказывал, это были такие случаи доброты, теплоты, отзывчивости, и в его словах я видела вот прямо себя, чему мы учили. Я была спокойна, что мой сын вырастет и будет таким же хорошим человеком, как многие из нас. Вообще, наверное, сложно говорить о таком, да, но как вам кажется, да, вот какую память он после себя оставил? 19 лет, не создав семьи, не оставив след на земле, меня успокаивает одно, что он оставил след в истории, большой след в истории. Своим подвигом он спас 32 человека, полностью свою роту, погиб из всех один. Вот это меня спасает, потому что ребята звонили, когда вышли из госпиталя, они все попали, все до единого попали в госпиталь. Звонил командир, он извинялся, на что я ему сказала: у вас задача, я вас жду, когда все закончится, все нормально, мы справимся. И вот они со мной в дальнейшем, вот мы до сих пор общаемся, они спрашивают, как у нас дела, сдала ли я экзамены, потому что вот очень сложный период был. После похорон мне, вот так получилось, по воле судьбы, я защищала свою дипломную в Москве. И благодаря то, что
Это Академия при президенте, подготовка управленцев, да, наша большая программа Республики Саха-Якутия, вот, под которой я училась. И благодаря своим сокурсникам из Дагестана, из Подмосковья, из Санкт-Петербурга, из Дальнего Востока я просто ощущала поддержку, и благодаря им я только вот сдала все, защитила. Вы знаете, находясь на Нижней Колыме, с самого начала специальной военной операции по работе до мобилизации с ребятами, те, которые оказались на передовой, с членами семьи, которые находились в тылу, я не ощущала наше расстояние. То есть мы работали с Москвой, мы работали с Севастополем. То есть были стерты все границы, все национальности, какие-то расстояния между регионами. Такое ощущение, что мы были на расстоянии вытянутой руки. И когда люди, получив помощь, прямо вот позвонили, говорят: «Ой, Альбина Алексеевна, вы, наверное, находитесь где-то в Москве или в Якутске». И каково было удивление, когда человек понял, что я нахожусь на Нижней Колыме. И они говорят: а что, система работает? Я говорю: да, система работает, власть работает, простые люди работают. Те люди, которые неравнодушны и которые идут вместе с страной, в интересах страны и нашего будущего. И если есть желающие присоединиться, никаких рамок нету, наши контакты всегда открыты, могут обратиться в наш центр волонтерства, могут обратиться в любые союзы, могут обратиться к нам, в Комитет семей воинов Отечества. Несколько слов ребятам, которые сейчас на ленточке исполняют свой долг. Ребят, от позывного «Тетя» желаю вам беречь себя, ваши семьи в надежных руках. Ждем вашего возвращения, ждем вас в отпуска. Ждем вас с победой. Правда за нами, мы победим.